Пройти обследование на современном оборудовании, получить необходимую консультацию у узких специалистов, а также врачей широкого профиля. Такая возможность сегодня есть у каждого жителя отдаленного сельского поселения Аки-Юрт в рамках акции «Поезд здоровья». Поезд здоровья – это не только медицинская инициатива, но и настоящий шаг укрепить свое здоровье. Акция в первую очередь направлена на то, чтобы жители республики знали, как важно реагировать на сигналы здоровья, раз в полгода проходить обследование, ну и по необходимости сдавать анализы. В Ингушетии проект проводится по инициативе исполняющего обязанности министра здравоохранения Заремы Анташкиевой. Вся работа планируется так, что максимально мы приближаем медицинские исследования к жителям труднодоступных горных районов. Они, чтобы получили комплексное, оперативное медицинское обслуживание. Целый арсенал медиков готов выслушать, послушать, поставить точный диагноз и выписать подробное лечение. Поезд здоровья остановился в местной амбулатории. Желающих пройти диспансеризацию много. В селении Аки-Юрт проживают больше 1500 жителей. С самого утра врачи уже успели обследовать больше 80 человек и выявить такие опасные заболевания, как сахарный диабет, гипертонический криз, нарушение работы сердца, сосудов головного мозга и не только. В бригаде все специалисты, а значит полностью можно обследовать организм. В рамках данной акции у нас идет в первую очередь диспансеризация, то есть это измерение артериального давления, внутриглазного давления, антропометрия, осмотр такими специалистами, как кардиолог, гериатр, невролог, онколог, терапевт, педиатр, гинеколог. Проводим скрининговые исследования, то есть измерение ПСА для мужчин, кольпоскопия, берем все необходимые лабораторные исследования, делаем, то есть общий анализ крови, полностью развернутый биохимический анализ крови, ЭКГ, спирометрия для людей, которые переболели ковидом, у которых, возможно, проблемы с легкими, проводится спирометрия, а также УЗИ органов брюшной полости, сердца, сосудов, нижних конечностей. Особенно в медицинской помощи необходимости пройти диспансеризацию нуждаются люди старше 60 лет. Именно они в группе риска. Как правило, больные в этом возрасте обращаются к врачам только в случае крайней необходимости, не обращая внимания на сигналы организма. А сегодня, узнав о диспансеризации, пропустить такую возможность просто не могли. لاتم بقى باش بيرش بو يفتح لكن يفتح ده يربول بيشخلش دو قول خمته سجن ده دق ديك خيت سون مارش ما بشتاغل تكون دق قونا قستل دور كست داخ ديز شوين سو سين كارتا داش عين قز أخان ياغشو تكون دق قده نا قستل دور لوزش ماجي نشنا ديغنا دولينين حوسش دق دغلق مدوير. Диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить онкологические новообразования у мужчин и женщин, так как врачи проводят скрининговые исследования. Это кольпоскопия и ПСА. Есть среди специалистов врач-гериатр. Кстати, чаще всего пациенту нуждается в консультации именно этого специалиста. Мы обследуем лиц старше 60 лет, у которых мы являем синдром старческой астении. Да, к сожалению, у нас очень много таких пациентов с различными синдромами этого заболевания. Мы выявляем, смотрим, обследуем, они идут охотно на обследование, на прием. То высокое, то низкое давление не дает покоя Ибрагиму Хажиеву. Мужчина приехал на диспансеризацию, чтобы выявить причину таких перепадов. Одних специалистов прошел, впереди еще сдача анализов и обследование. удобно хилсон веш кусхаберкена окусгена дучхативин акарец сочолаз вячо мокшвоч хануса чоу дукер хазнесан доку дукер мокшвоч саган ош нелюрш кусхаберка дик ярох деш дикон доктор. Одни пациенты общаются со специалистами, другие во дворе амбулатории проверяют свое здоровье в передвижных ФАПах. В рамках поезда здоровья здесь обслуживают больных 3 современные машины для УЗИ, рентгена и маммографии. Последнее обследование показывает именно новообразование у женщин. Жители также не упускают возможности провериться. Вы знаете, я такая счастливая сегодня. Когда я узнала, что приедут сегодня в Аки-Юрт, я с такой радостью пришла сюда, чтобы сделать себе маммографию. Потому что каждая женщина, она нуждается
нуждается в этом. И каждая женщина, не бывает такой возможности, или даже на это значение так сильно не придает, и они больно едут и проверяются. Это очень главное, что сегодня знать, как себя чувствуешь, что у тебя никаких заболеваний нету, никаких проблем нету. Я врачи успели обойти. Я только легкие прошла. Выездная бригада в рамках акции «Поезд здоровья» посетит многие отдаленные сельские поселения в нашей республике, чтобы у каждого была возможность проверить свое здоровье. Рина Цычоева, Сулейман Костоев, Новости 24.